Жил-был на свете мальчик Ашир. Трудная жизнь у него была. Приходилось много работать на злобного Тохтобая. Но, несмотря ни на что, у него была добрая и открытая душа. И вот однажды шел он по улице. Ашир, здравствуй. Ты откуда такой уставший идешь? Здравствуйте, Джархнаичи. Да Тохтобай заставил в такую жару его стадо перегонять из дальних кошар. Ой, а что это у тебя такое в руках шевелится? Ай, на обратном пути вот лягушку в луже увидел. У нее лапка сломана, смотрите. Ну и добрая же у тебя душа, Ашир. Жалко стало, да, наверное? Джархнаичи, а как мне ее вылечить? Ты приложи палочки вот так, а потом перевяжи. И корми их мухами и пауками. Еще вода ей нужна. Эдди, ну этого в кошарах много. Хорошо, я еще в дальнем углу ямку выкопаю и воды туда налью. Ладно. Молодец, Ашир. Прошло время, выздоровела лягушка, решил Ашир ее отнести к ближайшему озеру. Взял на руки, собрался идти, но тут неожиданно Тохтобой вошел в кошару. Я тебе кормлю, пою, работу даю, а ты отвечаешь мне такой неблагодарностью? На тебе, на, получи. Ой, Бай, я ничего плохого не сделал. Я всегда выполняю, что вы мне говорите. Настоящий человек никогда не опозорит себя прикосновением такой твари, как эта лягушка. Да ты еще и этими руками мне еду подаешь, а? Ой, но Бай, я всегда хорошо мою руки. Это же просто лягушка. Она не опасная. Ничего и слышать не хочу. Сейчас же выброси ее подальше отсюда. Или лучше раздави. Отнес Ашир лягушку на берег прозрачного озера. Здесь вода чистая. О, ты спас меня. Спасибо. Ой! Кто здесь? Это же я. Вот это да! Никогда не видел говорящую лягушку. Ты спас меня, добрый мальчик. Я должна тебя отблагодарить. Ну что вы, мне ничего не надо. Главное, лапка зажила. Вот, возьми этот золотой камушек. Хорошо, камушек возьму, только на память. Это не простой, это волшебный камушек. Когда тебе будет трудно и потребуется помощь, ударь им о землю и скажи: камушек, камушек, помоги мне. И он исполнит любое твое желание. Вот спасибо. Ну-ка прочь! Эй! Положил Ашир камень в карман и пошел по дороге в село. Около дома колосата собрались все сельчане и о чем-то громко говорят. Джархнаиджи, что происходит? Ашир, ты же знаешь Карахана. Конечно знаю. Чувствую что-то недоброе. Давай послушаем, что наш мудрый Каласата скажет. Ну-ка отвали! Люди добрые, плохие вести пришли к нам. Что случилось-то? Задумал Карахан покорить всех людей. Ой, как же так? Мы же все погибнем. Ай, плохо, Что же нам плохо. теперь делать? Ай-яй-яй. Он решил присвоить их богатство себе. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, мы же не сможем его одолеть. У него же такое большое войско. Может, мы как-то сможем решить, как-то что-то придумать? Чтобы задобрить Карахана, все аилы отправили к нему гонцов с дорогими подарками. Давайте тоже так сделаем. Эй, он же ненасытный. Потом будет налоги требовать. Тогда что будем делать? Последнее, что ли, все будем отдавать? Да, правильно говоришь. Тише, тише, люди, тише. Не все так просто. Да, правильно. Он согласился принять лишь тех, кто явится к нему не на коне, не на верблюде, не пешком, не по дороге и не по полю. Ой, ну это же невозможно. Что, прилететь к нему?
А как же, вот как? Как и по-другому добраться? Ой, в том-то и дело. Никто из гонцов от соседних аилов так и не вернулся назад. Теперь вот и наша очередь пришла. Пошлите меня гонцом. Рассмеялись люди. Какой-то маленький мальчишка и самого Карахана решил одолеть. Но когда Ашир рассказал свой план, люди восхитились его находчивости. Ага. Да-да, молодец какой! догадливый, молодой, а умный какой. Азамат какой. Вот так придумал, ты смотри, какой молодец. Ха, ну раз так, хорошо. Мы отправим тебя нашим гонцом. С твоим умом ты и сам не пропадешь. И нас спасешь от этого ужасного Карахана. А может, и на его волшебном тулпаре прискачешь. Правильно, да-да, молодец. конечно. Конечно, давай. Уважаемый Халзата, отправим я постараюсь. Приведите-ка сюда самого старого козла для Ашира. Сейчас я приведу. Собрали сельчане все, что сказал Ашир. Долго ли, коротко ли, но добрался юный джигит до дворца злобного Карахана. О, негодный мальчишка, а! Как ты смел показаться мне на глаза? Повелитель, я исполнил ваше желание. Прибыл к вам не на коне, не на верблюде и не пешком. Прискакал я на козле, которым никто не ездит. Но ты же почему-то ехал? Признавайся, по полю или по дороге? Не по дороге, не по полю. Я ехал по обочине. А этот мальчишка хитер, но ничего. Я хитрее. Никто меня не одолеет в этом. Эй, негодный мальчишка, неужели в вашем аиле не нашлось более почетного седобородого старейшего? Повелитель, если ты хочешь говорить со старейшим, то поговорите с этим козлом. Он у нас самый старый, да и борода у него самая седая и самая длинная. Что же делать с этим негодным мальчишкой? Придумал. Ашир, раз ты такой смелый, такой находчивый и такой умный, то я отпущу тебя. Твой аил я тоже трогать не буду. Спасибо, Карахан. Ну, ладно, я пойду. Подожди, не торопись. До того, как зайдет луна, ты должен дать мне выкуп. Золота и драгоценных камней столько, сколько весит этот козел. Но как же я сделаю? А пока... Эй, стража! Слушаюсь. Бросьте его в зиндан. А если не будет выкупа, то на рассвете отрубите ему голову, а его аил сожгите. Будет исполнено, мой хан. Иди, шевелись. Схватили стражники Ашира и бросили его в самый глубокий и холодный зиндан. Что же мне теперь делать? Он же уничтожит все мое село. Откуда мне взять столько золота и драгоценных камней? Ой, это же волшебный камушек, который мне дала лягушка. Может, он мне поможет? Волшебный камушек, помоги мне. Дай злому Карахану выкуп. Столько золота и драгоценных камней, сколько просит он. Только Ашир сказал это, рассыпался камушек на мелкие кусочки, и в тот же миг на том же самом месте появилась девушка, красавица необыкновенная. Не волнуйся, добрый мальчик. Получит Карахан все эти сокровища. Только, Ашир, берегись его гнева. Но как же мне от него уберечься? Карахан очень злой, могущественный и хитрый. Вот, Ашир, возьми эту иголку и этот гребень. Они помогут, если тебя настигнет беда. Сидел Карахан у себя во дворце и не мог никак дождаться назначенного часа. Но вдруг прибежал стражник. «О, повелитель,
Около ворот вашего дворца появились сундуки, полные золота и драгоценностей. И их столько, сколько весит козел этого мальчишки Ашира. А ну, быстро ведите его ко мне. Будет исполнено, мой хан. Неужели придется его просто так отпустить? Я же слово дал. Ну уж нет. Я все придумал. Иди. Ты выполнил мое задание. Я не трону твое село и выпущу тебя из Зиндана. Спасибо, повелитель. До свидания. Мне надо спешить домой, а то скоро стемнеет. У меня же нет волшебного, быстроногого тулпара, как у вас. Нет, Ашир, я выпущу тебя из Зиндана, но при условии, что ты останешься служить у меня. Я назначу тебя своим главным визирем. Быстро благодари своего нового хана за такую доброту. Нет, Карахан. Я не стану служить вам и помогать в ваших темных делах. Отпустите меня домой. И не нападайте на мой аил, если вы верны своему ханскому слову. Ах, какой дерзкий мальчишка, а? Ничего, я тебе еще покажу. Хорошо. Я сдержу свое ханское слово. Можешь уходить. Прочь отсюда. Прочь! Надо дождаться, пока он отойдет от моего дворца. А в лесу я прикончу этого дерзкого мальчишку. Эй, стражник, Слушаюсь. седла моего тулпара. Будет исполнено. Когда приду в село, вот люди удивятся и обрадуются. Ничего не подозревавший Ашир возвращался в село. Через холмы, горы, реки, и вдруг он что-то услышал. Прислушался, обернулся и увидел Карахана с длинным, острым копьем. А ну стой, негодный мальчишка! Ах, этот бесчестный Карахан. Он скачет, чтобы убить меня. Но ничего. У меня же есть волшебные вещи. Да, вот тебе волшебная иголка. А ну, мой быстроногий тулпар, перенеси меня над этой горой! Ага, вот я тебя и догнал, негодный мальчишка. Не догонишь ты меня, злодей. Волшебный гребень. Вот тебе. Сильно стеганул своего верного скакуна злой хан. Запнулся тулпар и встал на дыбы. Карахан выпал из седла и улетел в самую глубокую пропасть. Никто его с тех пор не видел. Теперь никому плохой не сделает этот ужасный Карахан. Дрррр, быстроногий тулпар. Теперь ты мой. Скочил Ашир в седло, и волшебный тулпар вмиг донес его к дому Колосата. Ой, смотрите! Смотрите, там кто-то скачет! Ну-ка, где? Это же тулпар Карахана. Неужели ничего не получилось у Ашира? Вот горе-то какое! Ой, да это же Ашир на тулпаре мчится! Ашир? Вот это да! Это Да, точно Ашир на тулпаре скачет! Вот так молодец, Ашир! Почетом встретили мальчика жители Аила. А за то, что он сумел победить ненавистного Карахана, стали называть Ашира Данышманом. С тех пор называют Данышманами молодых людей, которые своей храбростью, умом и добрыми делами заслужили уважение народа.